Бюджет Коми увеличен на 547 миллионов рублей. Их направят на поддержку социально значимых отраслей региона. Изменения в главный финансовый документ одобрили депутаты Госсовета сегодня на сессии. Помимо этого, парламентарии рассмотрели также вопросы о выделении 444 миллионов рублей для отрасли здравоохранения. Остро встал вопрос о так называемых наливайках в республике. Не обошлось и без радостных новостей. Ксения Мишарина продолжит. В повестке дня 4-го заседания 7-й сессии Государственного совета Коми 30 вопросов. Один из главных – поправки в республиканский бюджет на текущий год. Средства будут направлены на поддержку социально значимых отраслей. Среди них поддержка медицины, спорта, социальные выплаты для детей-сирот, ипотечные жилищные займы, субсидии для обеспечения транспортного обслуживания населения, организация санитарно-курортного лечения жителей республики и многое другое. Общий объем доходов республиканского бюджета Республики Коми в 2023 году увеличен на 547,2 миллиона рублей. Из них 288,7 миллионов рублей за счет увеличения прогноза поступления доходов от размещения временно свободных средств республиканского бюджета на банковских депозитах и от операций по управлению остатками на средств на едином казначейском счете. 237 миллионов рублей поступления денежных средств, изымаемых собственных субъектов в соответствии с решением суда. 20,5 миллионов рублей поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба. И 1 миллион рублей в связи с возвратом остатка субсидий прошлых лет. Большую часть бюджета, порядка 400 миллионов рублей, выделили для отрасли здравоохранения, а именно на погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений. Для Коми эта практика не новая. Ранее средства выделялись в конце года. Однако в связи с санкциями и ростом цен необходимая сумма понадобилась уже сейчас. Глава Коми Владимир Уйба совместно с Министерством финансов поддержал идею депутатов. Что нам это дает? Дает это нам в большей степени то, что наши медицинские учреждения теперь могут приобретать все те же самые ресурсы, в том числе медицинские, лекарственные препараты, с тем объемом, который необходим для того, чтобы оказывать медицинскую помощь нашему населению. Доходило, в принципе, и до того, что на главных врачей накладывали административные наказания в связи с тем, что вот эта кредиторка образовалась. И для того, чтобы все-таки главные врачи могли продолжать работу, нам было необходимо закрыть вот этот дефицит, который образовался в связи с тем, что тарифы, которые изначально заложены в объемах медицинского страхования, нам надо было покрыть обязательно этот дефицит. Жаркие дебаты на заседании разгорелись по теме алкоголя, а именно о вопросе о так называемых наливайках. Прозвучало предложение увеличить площадь для запрета продажи розничной алкогольной продукции до 50 квадратных метров. Таким образом, планируется сократить количество питейных заведений, торгующих спиртными напитками круглосуточно в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Всего в Коми 940 объектов общественного питания, из них 380 реализуют спиртные напитки. В период с 2020 года от жителей многоквартирных домов поступило более 4000 жалоб. В некоторых муниципалитетах подобные заведения становятся настоящим кошмаром для местных жителей. Где-то мы жестко принимаем законы, не слушаем ни народ, никого, где-то жестко мы принимаем законы. А где-то мы давайте болеем за бизнес. Когда бизнес приносит горе, это, наверное, не бизнес. И сегодня то, что мы обсуждаем, ведь мы сегодня все говорим, идет алкоголизация. Люди пьют. И когда мы говорим о том, что давайте защитим бизнес, пусть они торгуют, мы увеличим площадь, все, но это неправильно. Я это знаю по городу, потому что очень много жалоб, которые поступают так к нам. Где-то мы принимаем жесткие законы, где-то начинаем вот так вот. Поэтому мы подсчитали, те объекты, которые будут закрываться в Ухте, это мизер налогов. Найдем мы, откуда эти деньги дополнительно взять. Но это надо коренным образом прекращать. В итоге предложение об увеличении площади для запрета продажи розничной алкогольной продукции было принято. Не обходится на сессии и без радостных событий. Еще один важный и значимый вопрос к обсуждению – о присвоении городу Ухта почетного звания Российской Федерации города трудовой доблести. С такой инициативой выступила общественность промышленного центра республики. Совет города идею поддержал. Администрация оперативно подготовила и направила необходимые документы в Российскую академию наук. Конечно, там развиваемся, смотрим в будущее. У нас богатая история, богатое прошлое. И, конечно, героизм наших ухтинцев, соотечественников, проявленный в годы Великой Отечественной войны, их самоотверженный труд, нужно увековечить просто этим званием. В этом году были приняты поправки в закон о распоряжении средствами регионального семейного капитала. Их можно направить на приобретение легкового автомобиля.
Жители республики попросили дополнить список транспортных средств снегоходом и маломерным судном. Это действительно важно на севере. Инициативу депутаты приняли единогласно. Одна поправка. Транспортные средства должны быть отечественного производства и приобретаться либо у официального дилера, либо напрямую от изготовителя. Ксения Мишарина, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.